попадала в кадр такая ситуация, этот светофор. Паровозик стоит. Как оно будет развиваться дальше? Вот оно как начало развиваться, видите, да? Как вы думаете, я поехал или остался? Конечно же, я не стал нарушать правила. Так, ребятки, к дяде Коле приехал я. На Коляна кафе. Зайду, взъедну, покушаю. Друзья, как говорится, пару слов вот о чем. Сейчас я был у Коляна, покушал. Значит, по еде. Взял я салат Маринка. Потом сборная солянка, это первое. И поджарка с картошкой. Чай с лимоном. Вот, не знаю, мне, вот как здоровому мужику, может как нездоровому, не знаю, по части размера организма, это вошло все с трудом. Порции большие, друзья. Стоило 450 рублей. И что хочу сказать, это не очень хорошо, когда мы набиваем желудок до талого. Конечно, вы все это уже слышали много раз, наверное, где-то, но не придаете, может быть, значения, не знаю, кто-то, может, придает. Короче, наедаться вот так, набивать живот очень вредно. Поэтому лучше кушать почаще, но поменьше. Учился в школе, как был тихим троечником, да, вот так можно сказать. Но про что я хочу сказать? То, что когда, например, по биологии, если значит, отличники не знали ответа по биологии, учительница спрашивала меня, я даже руку не поднимал, и я всегда отвечал, и класс обычно был удивлен, потому что я же тихий троечник, да? Но по биологии мне давалось все легко, и в связи с этим по жизни я мог бы стать хорошим, наверное, доктором, врачом, может быть, хирургом, не знаю, но я пошел, так скажем, в другую стезю, и в свое время, некоторое время, и у меня была практика по ремонту машин и так далее. У меня был автосервис, автомастерская. Занимался ремонтом машин. И еще даже в армии, когда я служил, я на УАЗике был, меня называли там профессор. Потому что мне очень это интересовало, мне это очень нравилось. Так же, как и нравилась, собственно говоря, биология. Так вот, касательно биологии, друзья, касательно нашей еды. Коротко о здоровье. Любое наше заболевание, все зависит от питания. Любое, поверьте мне. От того, что мы кушаем. Может, когда-то в своих дальнейших блогах я буду раскрывать эту тему более широко. Но сейчас я скажу так, можно сказать, коротенько об этом. Если спросите, почему, раскрою дальше. Все покрыто известью, абсолютно все. Значит, здесь поблизости известковый есть. Честно говоря, не знаю, почему такое название. Известковый. Известь? Или известие? Непонятно. Относительно камер еврейской автономной. В общем, эти люди, так скажем, люди, хотя кто-то может оспорить мое мнение, они сейчас стали прибегать уже к определенным хитростям, таким как выставляют свои треножные вот эти камеры в таких местах, где просто нужно разгоняться либо на горку, либо кто-то с горки идет, спускается, и чтобы прям до талого не держать на тормозах, чтобы они не сгорели, ты маленечко превысишь эту планочку свою скоростного режима. И вот они находят такие места. Сейчас я шел на подъем, мне бы там разгоняться, скорость там у меня упадет через метров 100, например, вообще до 30 километров в час. А вот еще до этого у меня там, я мог идти больше 90. Понимаете? Это жесть. Вообще нездоровая канитель, ребята. Вот такой звук. Где-то что-то сильно шипит. Надо переодеваться, лезть, смотреть. На ручник ставлю телегу, звук исчезает. Друзья, была жарище. Страшное дело. Сухотище. Под машиной было
пыльно, можно сказать. Ну, нормально, чистый асфальт. Сейчас он стал еще чище. Ливеняра пошел с грозой, с дождем. Короче, снял этот клапан. Вот отсюда постоянно шипит. Вот это идет на телегу, на подкачку. Это идет с крана, с тормозного. И сюда подается давление, но здесь он почему-то пропускает. Сейчас хочу его разобрать, посмотреть, что там. Я пытался разобрать эту штуку, ребят. Открутил вот эти болтики. Резьбы в этой штуке нету. Просто она должна вытаскиваться. Но выясняю, что я смотрю, подзавальцована чуть-чуть. Она не вылазит. Там какая-то резинка или что там. В общем, сюда я не долез. То, что вот эти снял, резиночки, тоже ничего не дало. Вот эту снял, тоже ничего не видно. Значит так, друзья. Значит, что я сделал? Я соединил трубки, которая пойдет сюда и сюда напрямую между собой, убрав этот кран. Но вот этот клапан вставляется еще в кран. Как он повлияет на другую работу, я не знаю. Короче, ребят, снял я этот кран без тормозов, короче. Тормоза, получается, не работают на телеге. Я поставил кран обратно. Слышите, ручник шипит, не накачивает до полного. Но тормоза сейчас есть. Развел все колодки сейчас. Тормоза есть, но там, блин, утечка через этот вот клапан. Еду в аварийном режиме. Друзья, у меня сейчас форма одежды номер 1, как в армии. Трусы и каски. А у меня трусы и тапки. Примерно так. Я сейчас выходил на улицу. Я, короче, убрал этот клапан, закрутил штуцер, оставил схему той же, только не оставил этот клапан. Не знаю, сейчас буду проверять, есть ли у меня тормоза. И как это вообще повлияет. Поэтому я не одеваюсь. Может, сейчас опять переодеваться и под низ. Посмотрим. Вот тормоза есть. Все четко. Все хорошо. Удивительно. Ладно. Воздух, короче, сейчас держит норма. Там он ничего не шипит. Просто убрал клапаны системы. Вот так. Не напрямую трубки, а там трубки идут как надо. В кран заходят, как и было. Из этого клапана. Один моментик, друзья. Короче, это кафе «Стрелка». Проехали Соловьевск, вот с правой стороны. Значит, в этом рейсе друг мой сломался на Альдогое. У него сломался компрессор, от которого работает у Павла. Павел, привет. Вот Андрюха, привет. Андрюха попросил ему привезти кое-что покушать. Вот я заехал на кафешку, взял поесть, везу. Вот. У него нет компрессора, компрессор должны передать. Когда передадут, еще неизвестно. То есть он получит его, наверное, не раньше, чем через 2 дня. Ему еще 2 дня там жить. Вот этот парень второй на машине, на фуре, он сказал, что он едет первый раз сюда, ни разу не ездил. Смотрите, там подъем, да? А он вторым идет, смотрите, с минимальным расстоянием. И это весьма неправильно. Вот здесь надо постоять. Не факт, что тот еще подымется. Куда он за ним в упор поехал? Вообще не вариант. Ребята, ну, блин, капец. Вроде профессионалы, водители. А если гололед будет, тоже поедете? Молодец, верхний вроде вылазит. Там на самом конце, вот уже морда заскочила и начинаешь прыгать, колеса рвать. Ну, во всяком случае, если этот дождик по глине, ой, как тут скользко. И по камням прыгаешь, колеса только так рвутся.
он там как? Ну-ка, смотрим, смотрим. О, пожалуйста, первый раз, ребятки. Да я понял, здесь блокировочку надо. Ну вот так вот, друзья. Все, ребят. Нам надо первую пониженную, чтобы его не качало, не трясло. Вот он резинку там подрывает сейчас. Должен выйти. Что, ребят, меня на горку пустите? Иду на второй, друзья, с блокировкой, посмотрим. Я думаю, выйду. 30 тонн. Когда здесь глина, вообще жопа. Короче, ребятки, вот и Андрюха. Продукты Андрюхи. Бедолашка здесь грустит. Хаулява, червячок. Куда делся, Андрюха? А он, вон он. Ты же отсюда выходишь. Андрюха, ты в кадр хотел попасть? Ты уже снимаешь? Да. Молодец. Че я тебе должен? Паша звонил тебе? Я ему звонил. Отсюда у тебя где берет? Он там наверху? Нет, это аж до мостовиков надо ехать. Там на чем ты ездишь? На попутках. А там не берет туда залезть. Не. Здесь нигде не берет, только у мостовиков. Ну понял. Вот ГРБУшка внизу на мосту. Ага. Чуть-чуть выше поднимаешься, с правой стороны. Прям на асфальте берет МТС. Ну, у тебя движок что, не работает? Работает. То есть движок работает, только компрессор не работает. Компрессор, да. А там у тебя что, дырка или что? 5,5 набивает. И потом сапунить начинает, как это, блядь. Масло? Ни масло, ничего не выбрасывает, вон, видишь, все сухо. А прям сапуна херачит и все, это, прям дым херачит с сапуна. Он перепускает, скорее всего, В двигатель, Да, картер. через себя. 5,5 это он набивает, а больше все не может набить. Я Ну. вчера уже все исключил. Ну, понятно. Америка еще миллион терпит, а вот эти А у уже... тебя навесное то же самое все валится. Что ты хочешь рассказать? У меня в этом рейсе, знаешь, что повалилось? Чего? Повалился клапан. Приветствую вас, молодой человек. Да мы тут хотим сообразить на двоих, надо третьего. Будешь? Третьим будешь, Леха? Да ладно, я шучу, просто тут человек пока стоит, я продуктов привез, пока проговорим, потом поеду. Че, у тебя все нормально? Давай увидимся. Понятно, чуть-чуть осталось. Вот уже 5-е сутки. 5-е сутки здесь. Да. Ну, у меня сначала же реактивку оборвало, и штанги, и эти подушки повзрывали. Ну вот на тот подъем. Вот на там вот. Да. Тебя притащили? Не, я от машины накачал от другой Ага. воздух. Ну, короче, ты вылез, тут все поставил. Да. Никому не мешаешь, тут дорожники не работают. Работает, видишь, что случилось. А как ее, почему оторвало-то? На том подъеме-то как? При чем тут подъем? Начало скакать. А, подпрыжковный, нихера себе. Нихера себе как загнуло. Но это загнуло, когда сломала уже, она, мост же развернулся, ушел сюда вперед, и она, получается, в сам кронштейн, где крепится. А Ну, там вот. тоже погнуло что-то, нет? Нет. Ничего не погнуло? Подушки взорвались. Начало выгибать, и они Конечно. лопнули. Лопнула одна. А вот это держало или тоже сломалось? Нет, держит. Лопнула одна подушка. А он же здесь это, как на шару, он же Понял. колесо, одна подушка порвалась. С одной подушки стакан выломал.
поставил стакан на эту подушку. Ага. Ну, короче, делов здесь было. 5 дней уже. Уже 5 дней, да. За продуктами, как кто тебе ездит? Вот мужики, кто... А, вот так, кто-то, тот, что даст? Да. Капец. Сегодня, по идее, Паша, может быть, и отправил, он же на базалит ходил. Да я знаю. Тот, говорит, загрузится. Созванивался. Это вот я тебе звонил. Не знаю, он отправил, не отправил. Ну, в общем, Должен был отправить. если Ну, это, отправил, то позвонит. Опять же, не раньше, послезавтра будет только компрессор. Ну, понял. Мне... Пока не знаю, поставишь. Я с ним созвонюсь, Пока то все. знаю. Я пока и не снимаю компрессор, чтобы мне моториться. Ну, понятно. Ясно, Андрюха. Помочь я тебе сейчас ничем не могу, да? Ну, конечно, ты же... Только разве что водки, если бы взял бы, то помог, да? У меня есть, оставайся, мальчик, с нами будешь нашим королем. Оставайся, мальчик, ставим. Че, Андрюх, поехал я? Ребята, Андрюхе сказал пока. Питанием его обеспечил на первые, ну не знаю, на первые пару дней, я думаю, точно хватит. Вот. Обратно поеду, позвоню ему. Думаю, за пару дней компрессор привезут ему. Хотите, верьте, друзья, хотите, нет. А мне нравится эта дорога и нравится тут ездить. И даже то, что она сейчас такая, тоже что-то в этом есть. Это, как говорится, период становления этой дороги. Дорога А360 Лена. Рождение дороги. Ну, ребятки, остановился на подъеме. Запах какой-то, как будто пластик какой-то плавится там под капотом. Черное все. Да, продырявилась прокладка. Там, короче, шел патрубок раньше на ЕГР, на EGR. Видите, все черное. Хреново. Надо прокладку. Мало то, что прокладку поменять, там надо более толстый. В общем, по-другому заколхозить заглушку. Ну что делать? Это жизнь, ребята. Ребята, дальнобой можно назвать своеобразной игрой, если работать вот в северных направлениях по таким дорогам, например, на ту же Якутию. Называется «Выиграй игру, доедь, отвези груз». Тында. Так, ребятки, напротив ЖД вокзала купил покушать в магазине круглосуточный. Сейчас покажу вам, друзья, что там происходит у нас с мостами в самой Тынде. Так, тоже тут играет человек в игру. Короче, ломаемся мы все, ребятки, все ломаемся. Я ломался уже в этом рейсе. Раньше была узенькая дорожка, сейчас она вот такая вот широкая, здоровая. Но все равно узкая, потому что половину загородили. В общем, тут будет широкий, я так понимаю, мост. Поширше, да? И будет такая мощный проспект, такой, так скажем, да? Вместо вон того мостика, который был. Выезжаем на старый мостик. Смотрите, какое сооружение сбоку-то. Серьезно. Я даже вот думаю, может быть, старого моста вообще не будет? Как вы думаете? Может, его вообще уберут? Будет только этот? Так, пол реки уже мост стоит. Смотрите, друзья. О как. Половина. Кафешка возле аэропорта Тында. Меня можно назвать чукотским наивным мальчиком. Почему чукотским? Не знаю, есть такая поговорка. Вот. А почему наивным? Потому что я поставил будильник на 5 утра, а сейчас уже 8.
Речка Лопри, друзья. Заеду покушаю на лопрях. Друзья, всем известный Лопри. Так. И Вова Драк здесь собственной персоной. Все, что вы видите, это идет заглушка на EGR, который раньше на EGR шел, помните? Ну, в общем, вот эта нижняя заглушка с коллектора, она прогорает уже второй раз. При мне она прогорела второй раз, потому что первый раз не я ставил, там была прокладка, потом я вырубил прокладку вот из этого материала, металл-асбеста. И она опять прогорела, причем с одной стороны больше. Скорее всего, вот эта вот металлическая штучка, она либо погнутая, либо не в размер сделана. Но это самоделка же. Вот так вот сгорело. И стекло не по-детски, неприятный звук, понимаете. Хорошо я открутил болты, это просто было чудо. Понимаете, тоже. Я, ребятки, как знал, что такое может произойти, поэтому взял такой же кусочек, из чего я делал. Ну, на самом деле, это недоработанная версия. По-хорошему надо снимать коллекторы, делать нормально все. Переоделся, ребят, умылся, все, зубы почистил. Здесь умывальнички есть на улице. Пошел, заказал еду, мелочи не было. Взял в машине мелочи. Подхожу к машине, короче, смотрю на нее и думаю, что мне надо делать в первую очередь, что бросается в глаза. Но вот я могу вам сказать одно, то, что бросается в глаза, это еще не самое главное. Тут надо делать много чего, и все это в процессе, конечно, будет. Но внешний вид, я вам скажу, конечно, оставляет желать лучшего. Наверное, я думаю, все-таки по внешнему виду надо за бампер взяться, да? Самое основное. Бампер — это прям капец. Потом уже обвесы. Вот эти вот, наверное, в последнюю очередь уже на кабине вот эти дефлекторы, да? Наверное, бампером займусь. То есть вот эта металлическая часть в середине и пластмассками. Такой вот я покушать взял. Крошечка, 2 салатика оливье и сыр, чеснок. Ну, в общем, майонез. И 2 трубочки с собой. Чай там попить туда-сюда. Прохладненько, хорошо. А на улице было жарко ремонтировать вот эту штуку. Коллектор горячий, обжег в 2 местах руку. Вот. И где-то вот здесь вот. Почему я не дождался, пока он остынет? Потому что я рассчитывал, что горячие болты открутятся легче. То есть на горячем коллекторе, вернее. Вот так вот. Ну так и получилось. Они открутились относительно легко, ребят. Все, ребятки, наелся. Можно путь держать дальше. Поехали. Скоро будет граница. Остановлюсь там. Друзья, видите на зеркале паучка? Это я сейчас заметил. Думаю, что такое? Муха летит, что ли? Короче, он на паутине такой здесь вот. Где-то сантиметров 30-40 по ветру сейчас мотылялся. Я не понял, что это. А потом понял. И каким-то образом он прицепился к зеркалу. Но смысл в чем? Он в этом зеркале живет уже давно. Потому что я вот, допустим, не приходил день. И у меня уже здесь была паутина вокруг. Он уже сплетал. Так что это мой постоялец, житель. Путешественник, паук. Ребята, граница. Республика Саха, Амурская область. Красота. Ну что, привет, Якутия. Привет, дорогая. Это следующее место, здесь парковочка, так скажем, да? Сейчас посмотрим, что у нас с интернетом. Ну, в общем, здесь есть связь, друзья. На йоте, во всяком случае, здесь есть связь. Ешка. И, в принципе, может быть, даже можно загрузить что-то, если подождать. Дальше начинаем ехать практически до, как вы помните, до Беркакита. Невозможно было загрузить по интернету ничего, потому что связь была неважная. Так что здесь, ребят. Пока, ребятки, ехал сюда, в кафешке останавливался, смотрел телевизор на 3 семерках. Там говорили, что в Якутии аномальная жара. Аномальная. Значит, сейчас я проехал вот недавно
границу, ребятки. Давайте посмотрим температуру. Что у нас покажет. А температура у нас, ребята, 38 градусов. 37. В общем, 38. Я ехал, сейчас смотрел, было даже 39. Вот так вот. Якутия. Аномальная жара. 2020 год. 1 июля, друзья, сегодня. Кому интересно. Когда же того снимают свои видео, вот это. Это 1 июля. Вот так вот. Вот эти следы, друзья, это с зимы еще. Друзья, Сакура кафе, дальше Нерингри. Вот здесь вот мы встречались с Ахмедычем, вот как вот стоит торгосик. Вот там я стоял, и мы в машине сидели, общались. Грандиозный план добраться сегодня до Якутска. 790 километров. Буду ехать. Так, обращаюсь сейчас к хозяину магазинчика на заправке в Нерингре, АЗС номер 31. Не хозяину заправки, и знающих людей этого хозяина магазинчика. Вот там вот есть магазинчик, вот посмотрите ситуацию, да, на заправочке. Вот возьми в дорогу с собой там кофе, все дела. И я пошел, думаю, возьму сейчас попить, возьму там еще что-нибудь. Обычно на заправках такое есть, да. Но там был кофе, да. И там нету даже больших бутылок газировки. И нету, допустим, холодильника. Вот именно такого, как витрина, чтобы там было. И на заправке этого нет. На улице жарище. Я вот туда пошел, был уверен, что там такое есть. Так что, хозяин магазинчика, подсуетитесь, сделайте так, чтобы там это было. И вы теряете прибыль. Заходит за мной человек, дает девушке деньги и говорит: мне, пожалуйста, там 95-го. Она говорит там: а это вообще не заправка. Понимаете, какая ситуация? В связи с тем, что люди туда идут, подразумевается, что там есть как бы уже все, потому что в цивилизованных местах, по-моему, это уже все есть. Так что возьмите на заметочку. Ну, кофе я взял еще Red Bull, потому что у меня сегодня предстоящий вечер, чувствую, будет, дай бог, и водички. Вот такой. Все, большего размера не было. Какая красота! Слов просто нету. У меня даже стишочек родился. Который раз лечу Москва-Одесса, а в этой песне вовсе все не так. Владивосток-Якутск, Якутск-Владивосток. Я Чульмакан встречаю так и сяк. Красота, ребята, и великолепие. А что, если над машинкой здесь дрон запустить, а? Ай да красота! Ай да природа! Ай да Якутия! По большому счету неплохой трамплин. Так, смотрю, куда приземляться. В лесопосадке. Вернее, природные лесопосадки, так скажем. Природный лес. Господа, пока мы ползем по этому замечательному перевалу на пониженной передаче, хочу поговорить с вами. О чем? О ваших комментариях, о моей работе и моему отношению к моей работе. Друзья мои, я себя на своем канале не позиционирую как супер крутой дальнобойщик, матерый, прошедший там через тернии, пролетевший звезды. Я, наверное, больше, ребята, себя позиционирую как обычный человек с творческим, так скажем, полетом мысли, с творческим подходом к мероприятию и творческой душой, ребята. Говорю только о творчестве. А творчество именно с полетом мысли неразрывно связано.
Ладно, это уже демагогия, друзья мои. В общем, вы мне в комментариях пишете, что вот, ты там про Тита рассказывал, когда, вот именно про Тита. Если бы ты в те годы побыл бы, да там были такие дороги, вот если бы до Кабы. Вы знаете, вот если бы до Кабы, да, в то время побыл бы я и в той ситуации, да у меня контента было бы в 10 раз побольше. И я бы не плакал бы и не рыдал бы, как и сейчас не плачу, как говорится, и не рыдаю. И был бы рад тому, что такая замечательная дорога, такая сложная. И если честно, вот честно, по большому счету взять, чем мне нравится якутская дорога, это именно своей непредсказуемостью, а порой и сложностью определенной, что не все здесь могут реально, ну так скажем, работать на этой трассе. Некоторых она пугает, а меня она притягивает и манит именно этим. Потому что мало того, что у меня творческий подход и творческая душа, я еще глубоко внутри, а может даже снаружи, весьма, так скажем, как это правильно сказать, весьма люблю экстрим. Экстремальная душа у меня, ребятки. Горные лыжи, мотокросс, авторалли, драг-рейсинг, стрит-рейсинг, и там дрифтинг и так далее. Это все в моей крови, ребята. Я без этого жить не могу. И меня дорога и вот эта природа меня манит именно вот этими суровыми порой условиями. И никто не скажет отрицать, что порой здесь бывает реально сурово. Мы продолжаем ползти на этот перевал, друзья мои. Так вот, господа, я обычный реальный человек, который не бросит друга в беде, который порой даже не снимет видео на эту тему, что какой я молодец, а просто остановится, поможет человеку, не проедет мимо. Я лично себя считаю таким. А где-то я многие вещи делаю, о которых даже не рассказываю, о которых я даже не смогу вспомнить сейчас, сколько я, наверное, сделал хорошего людям. Ну и ладно, и ничего страшного, я этим не ячусь. Просто я хочу сказать, что не каждое видео попадает, как некоторые другие, только ради этого и гоняются за контентом, чтобы снять, какой я молодец. Нет, друзья мои, мне нравится суровость этого климата и его красота, ребята. Красота якутская, которую не везде встретишь. И это дальнобойное братство дальневосточных наших земляков, которые всегда придут друг другу на помощь, которые понимают, как оно. Вот здесь складывается характер мужской. Вот именно здесь, на этой дороге, в суровые наши будни, наши дальневосточные дальнобойщики помогут. Я не спорю, есть ребята с Запада, которые приезжают сюда не первый раз и знают, как оно. И тоже по-любому помогут. Но те, кто не знает, те, кто едет сюда как туристы, посмотреть лишь бы, они не представляют, что здесь может быть. И, скорее всего, они даже не представят себе, что вот это нужно было бы сделать. Остановиться, что-то спросить по рации. Просто не думают об этом. Так же, как люди, помолившись в церкви, постояв у креста, выйдя из храма Божьего, возьмут и кинут на чистый асфальт бычок, закуривший. Я видел таких людей. Так вот, ребята, если я согрешил за свою жизнь, я не буду просить у Господа прощения. Я даже не задумываюсь над этим. Я согрешил, и если есть Бог на свете, я должен быть наказан. И если я хочу искупить свою вину, то я не буду за это просить прощения. А я просто, познав то, что это я сделал плохо, буду, не знаю, до конца дней своих делать хорошие поступки, потому что я осознал, что я сделал плохо. И эти поступки будут не для того, чтобы искупить свою вину, а просто в свое время, когда я согрешил, наверное, я понял сейчас об этом, что я сделал плохо. И как говорится, когда мы растим своих детей, когда мы их растим, неправильно будет надеяться на то, что мы сейчас им даем, а потом будем от них брать. Это вовсе неправильный подход к мероприятию. Только любовь, только чистые отношения, только искренняя любовь и искренние отношения могут спасти этот мир, господа. Ладно, мы двигаемся вниз уже с перевала. Я переключусь на пониженную. Одной рукой я рулю, второй рукой
я только что снимал. Здесь была у меня камера, а ногой я сейчас рулю. Так что, ребятки, поехали дальше. Хватит уже демагогии. Кстати, господа, один немаловажный факт я забыл упомянуть. В данном случае деньги, работая здесь, на этой работе, я уже, кстати, об этом говорил, не являются главным фактором. Это, как говорится, дополнительный бонус к моей работе. Ребята, кто собирается открыть свой канал, организовать новички на YouTube, кто хочет делать видео и, соответственно, предполагает на этом зарабатывать определенные деньги, значит, я вам скажу одну вещь. Это то же самое, что непосредственно с моими вышесказанными словами. Если ты собрался на YouTube ради денег сразу же делать видео, то можно сказать, мало вероятности того, что удастся что-то. Если у тебя есть энтузиазм делать видео, и только потом деньги, может быть, тогда точно получится. Примерно так. Все больше и больше и больше асфальта мы видим на дорогах, господа. Скоро все закатают. Есть, ребята, подозрение, что Чульмакан обойдут. Я не уверен, но у меня что-то такое предчувствие, что эта красота скоро останется в небытие для людского глаза. Господа, обратите внимание, когда вы едете в Амурской области, вроде как, вы знаете, и контента как такового нет, и сказать-то вроде как не о чем. А здесь, как начинается Якутия, да, и мысли в голову начинают приходить, и сразу энтузиазм и оживление какое-то появляется, а? Якутия — это наркотик, господа, оказывается, я понял. Здесь, наверное, какой-то особенный воздух и особенная графика для глаза, для зрения. Опьяняющий, как наркотик, воздействует на человеческий организм. Да, красота, природная чистота и красота. Смотрите, какая штуковина. Ух, здоровенный. Такой себе. Вольвочка волокет. Ребятки, подъезжаем, Большой Хатыми. В общем, сейчас я остановлюсь, проверю. Повыду машинку и потопаем дальше. Пока день, надо как можно больше проехать. Пока ночь, пытаться проехать еще. Тут тоже тральчик. Смотрите, какой серьезный аппарат. Так, ну что, обойдем транспортный мобиль. Надеюсь, у нас все хорошо с колесами. Прошли 490 километр. И что мы видим?
Отголоски суровых зимних морозов. Еще лежит снег в горах. Ну, здравствуй, дедушка Тит. Да, друзья, когда дедушка Тит зимой гневается, ох, ребята, не советую вам попадаться его под леденящую снежную руку. Не советую. Мне доводилось. Это не описать словами, наверное. Это нечто страшное. Потому что когда здесь гуляет ветер, и если ты едешь даже днем или ночью, видимость практически нулевая. Снег летит, как сплошная стена. Ветер здесь бушует, я вам скажу. Не на шутку. Не видно дороги, не видно, кто едет сверху, кто снизу. Не дай бог остановиться. А если ты остановился, тебя никто не увидит. Это страшно, ребята. Лучше подождать, пока он успокоится. Где-нибудь на 495-м или раньше. Или где-то у подножия. Красавец, дедушка Тит. Что не говори. 1 июля 2020 года. Снежок лежит здесь. Да, на дрончике я бы туда бы слетал сейчас. Посмотрел, как оно там. Пешком туда идти, наверное, далековато. Находились, наверное, отважные смельчаки пройтись, прогуляться просто так туда, да? А так все любуются издалека. Спасибо, дедушка Тит. Пока. До встречи. Хороший учитель, дедушка Тит. Очень хороший. Серьезно задумайтесь над моими словами. Дедушка Тит сбивает всю спесь, всю фальшивость человеческого облика. Здесь вы покажете, кто вы такой на самом деле. Дедушка Тит раскрывает всю суть человека. 19:36, друзья, Алдан. 7 часов вечера местного времени. Сейчас перекусим, проверим колеса, поедем дальше. Ребятки, помните, песня была «Шашлычок под коньячок, вкусно очень». К сожалению, коньячка у меня нет, но шашлычок имеется. Сейчас будем его есть. Значит, слева кафешка, я там однажды брал, мне понравилось. Неплохой шашлычок. Итак, друзья, солнышко, во всяком случае, в Алдане почти село, но тут тучки еще. Не знаю, сядет ли оно полностью, потому что в Якутске белые ночи, да? Буду ехать до тех пор, пока у меня хватит сил. И я отправляюсь в дорогу из Алдана в Якутск. Значит, до Якутска, я вам скажу, не слабо. С учетом такой дороги, как сейчас, 500 с лишним километров. Чтобы точным, есть табличка. До Якутска 525 километров, друзья мои. Поехали. Время у нее до утра еще нормально. 8 часов. До первого парома. Как раз 8 часов я и буду ехать с перекурами. Надеюсь, мне это поможет сегодня. 2 редбульчика. Ребят, не доезжает до мото. Реконструкции пыльные, капец. Вообще ни хрена не видать, по большому счету. Что-то даже не поливают. 11:30 ночи. 454 километра до Якутска. Ну или до Вестяха. Выезжаю с Томота. Поехали. Без 15:02. На дворе ночь. Нельзя сказать, что... Это вот, смотрите, такой прикол. Я ехал примерно в течение 3 часов. Рация была в тишине. Только включил камеру, она заработала. Закон подлости. Короче, нельзя сказать, что ночь, или как, все покрыто мраком, да? Туман, дымка, как говорится. Туманный Альбион. Но не более того.
светло. Если фары выключить, будет, в принципе, дорогу видно. Сегодня уже 2 июля. Кстати, я не сказал, подъезжаем уже к Амге, к речке. Недалеко осталось. Река Дямнах. Дямнах. Амга. Верхняя Амга, ребята. На улице еще посветлело. Сейчас скажу время. 2:02. 2:02. Ребятки, 2:41 на дворе. Проезжал вон там какую-то кочку. И что-то как бахнуло впереди. Такое чувство, что сломалась рессора или еще что-то. Не уверен. Откроем, посмотрим. Сломалась рессора, ребятки. Трещина. Хреново. Бах! И все. Вот по прямой дороге, вот здесь недалеко. Ни ям, ничего нету. Просто вот такой бугорок. Да, друзья. Далеко ли я уеду, я не знаю. С такой рессорой. Жесть, ребята. Будем ехать аккуратно. Проверим колесики. Вот так вот. Ну, ровная дорога, в принципе. Ну, волна была, и все. Бах! И все. Ребятки, октябрятки. Левая уже менялась, а правая еще не менялась. Вот она и треснула. 3:35. Поселок Улу. Пойду проверю еще раз рессорку. В общем, пока стоит, может быть, немножко сдвинулась. Немного. Дорога на выживание, господа. На выживание техники. Что еще можно сказать? Друзья, 4 утра. Едем в сторону. Смотрите, какие молнии. Видели, да? В сторону Якутска. Если посмотреть в зеркало, то там светло, а прямо что-то творится. Что-то невероятное. Едем в циклон. Очень черное небо. Чернее тучи. Ребятки, не знаю насчет эпицентра, но как раз вот в этом районе грозовое неистовство. Грозовое, ребятки, прям вот молнии бьют повсюду. Мне кажется, вот там дальше, где на горе, там уже попроще. Дождя нету, но встретились два, как говорится, заряженных облака, плюс и минус. Вот именно в этом районе, где сейчас я нахожусь. Да, ребятки, небо мерцает, как старый телевизор. Сколько там? 50 Герц или сколько он там был? Видите? Это не обман зрения. Гром пока не слышно, но молнии сверкают, ребятки. Надо отсюда выбираться.